Запылился чемодан. Запылился. Чемоданчик ты мой запылился. Опа. Так, ну что ты, мой дружочек? Не виделись мы с тобой. Сколько уже? Полгода точно. Как тут у тебя дела? Что тут у нас есть или нету? Цеп есть. Ножи, пакеты. Так. По удочкам что? По удочкам что? Так. Так, блеснилки есть. Балансир. Так. Блеснилочка есть. А блесна где у нас? Блесна где у нас? Блесна где-то должны кивки. Балансиры. Тут должна леска быть, по идее. Совершенно верно. Ладно. Будем разбираться. Суета, говорит, пошла. Суетологи. Че, в салон, да, Илюх? А? Ты че, лямпы взял? Да. Красавчик. Печню, сука, нахуй не нашел. А печня есть у меня. Все, полетели, че. Посмотрим. Опа. Че, так прям смело, да? Оп, 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 оп. Так, два рядышком кабанчика. Ну, тут вдоль травы окушок. Сейчас пешенечку соберем. Пешеночку сейчас соберем, и будет все ништяк. Миша говорит, когда хрунка засоединяет. Да? Так. Опа. Подводно. А тут окуней, знаешь, сколько мелких? Я говорю, сейчас он здесь весь. Да не ссы, ты не ссы. Затягиваю. На, пробуй. Сколько там у нас? Ну вот там ты лунку будешь. Пятачок. Пятачок соточку держит нормально. Так, ребята, огонь. Ну что, мы на льду. Первый лед, так скажем. Короче, не стали никуда мы выдумывать. Прямо возле деревни здесь река идет. Вот она еще шугуется. И заводюшка такая. Ну, тут можно побаловаться, окушка так подыркать. Туда-сюда. Короче, побалдеем. Так, ну что, первая лунка. Первая луночка, ребята. У нас ни опарыша, короче, ничего нету. В магазине даже нету. Еще не завезли. Будем на безмотылку, значит, пробовать. На блесенку. Есть у меня черви до дробена. Здоровые. Так.
Сейчас надо вспоминать, как это все дергается. Вот такая, ребят, икринка, смотрите. Ну, пойдет. Пойдет такая глубинка. Так, ну что, по дну постучали, как там? И поехали. Поехали кататься. Чисто, ребята, так. От души, как говорится. Для души. Не от души, а для души. Тем более здесь вон рядышком. Прямо на машине доехали. Спокойно. А так зимой я вот сюда частенько за живцом приезжаю. В траве, да, в траве надо, Илюха, его. Прям в самой. Здесь кромка травы вот так идет, ребята. И вот надо найти кромочку. И пробовать. Так, ну первые проводки пустые. Я еще так неважно играю, конечно. Надо норовиться. Блин, недавно только донки ставил. Уже он на льду. Сразу не пошла масть. Сейчас дырочек сделаем. Поищем. Так. Будешь буриться? Нет? Так, попробуем ближе к травушке. Чуть-чуть середнячок проскакивает. Первый. Первая рыба сезона. Что с ним делать? Как его отпускать? Все сейчас испугает тут. Сейчас все испугает. В траве стоит. Я вот сейчас посмотрю, ребят будут плевать, пойду. Я видел, вон одного окушка видел уже. Мужики тут все приезжают. Всех ноги буксуют. Так, ребятки, не знаю. Пока что-то пару лунок сделали. Попробую на блесенку, я не знаю, так чисто. Ради интереса. Полюбил я, кстати, эту тему. Без мотылки, блесенки. Раньше как-то не признавался, а сейчас для себя даже интересно половить на вот такие снасти. Так, ну а потом будем мясо сечу давай. Тандербену. Где тут у меня удильничек? Где тут у меня удильничек? Вот такая удилочка. Блесенькие такие моралистики, моропеточки. Легенькая. Это Серега еще подгонял у меня. Сам делал. Вот так она удвигается. Очень легенькая, шикарная удилка. Леска 0,14 такая, знаете. Чисто побаловаться. Ага, вот здесь трава. На блесну, да, трава. Потому что она все-таки играет. Так, где тут лунка может без травы? Тут немножко и поглубже. Да чисто так, ребятки, душку оторвать. Ой, как классно-то, а. Это уже не наутилус. Это уже деликатные снасти, ё-моё. Вот эти блесенки у нас, в принципе, работают безотказно.
на любом водоеме. Сейчас побурим тут травку. Посмотрим. На блесну, ребята. Вот это кабан. Вот это окунище. Ну да. Вот это окунище, конечно. Ну, интересуется, значит. Живец, блин. Ё-моё. Так, друзья, ну что, всем привет. 12 ночи, 12 ноября. В начале ролика, ребята, вы видели, уже было такое небольшое открытие. Но это все баловство. Сегодня, ребята, пробуем. В общем, очередная экспедиция. Открытие зимнего сезона, жерлицы. Уже все готово. Но вот единственный вопрос, ребята, есть ли лед? Да, небольшое волнение, вообще не спал, как обычно, думал хоть покемарить чуть-чуть, ехать там в районе 300 километров. Как обычно, открываю с Васильевичем, ребята, но еду с деревни не один, с нами едет Костян. В общем, грузим весь шмурдяк Костяну, прям до Сыктывкара. Васильевич где-то там, ну, сзади, спереди где-то будет, в общем, на точке мы увидимся. 12 часов ночи, ребят, деревня. Вчера было, ребята, минус 11. Туда, куда мы едем, в районе Пятнашевки. А сегодня уже 0, ребята. Вот такая небольшая интрига. Будет ли лед, будет ли он хороший. Короче, вот непонятно. Вроде как местные сказали, что он как будто бы есть. Но опять же, они далеко не ходили, ловят окуня недалеко от берега. Нам все-таки надо заходить. Короче, очередная авантюра, ребята, но надо делать, надо ехать, надо пробовать. В общем, жду Костяна, ребята, грузимся. Грузить нам немало. Это все, что только мое. Ну, я беру относительно свой комплект. Это раскладушки, столы, палатка, печка. Ну и по мелочи, понятное дело. Здесь заморозка, продукты, полная сумка, холодильник, новые жерлицы. Живца, ребята, чтобы вы понимали, привез аж за 400 километров, то бишь с Кирова. Пришлось заказывать, везти, так как в Сыктывкаре нету, еще не завезли. Ящик, бур, саночки. Ну, еще взял чехол, ну, большой мешок. Это будем грузить палатку и будем грузить, ребята, Костяну на багажик сверху. У Костяна багажника не было. Сегодня мы его нашли. Короче, он его закрутил. Короче, ребята, труба. Ну да ладно. Брикеты куплены. Брикеты у Васильевича. Едем, ребята, на 2-3 дня. Так что я думаю, будет интересно. Если, конечно, все получится. Ну а так, все, жду Костяна, ребята. И погнали. Первый лед 24-25. Надо открывать. Погода дуркует. Качели. Ну, вроде лед должен быть. Так что погнали. Костянчик.
Вот что мне нравится с Костяном, что у него все четко. 12 часов договоренность, 23:50. Тут как тут, по красоте. Костянчик никогда не опаздывает. Здорово, мужик. Ты куда собрался? Откуда, блядь? Че, грузимся? Да? Посмотри, что тут я подоставал, блядь. Нормально, блядь, стоит. Я заднее сиденье выкинул. Сани в сани. Стабильно. Сани. Тут живец. Тут заморозка. Там, короче. Печень, шмечень. Стабильно. Я что-то могу в церковь. Заполню туда, понял? И накрыть этой хуйней. Можно? Сейчас посмотрим. Давай, что смотри, что куда. Сейчас как. Что как лучше. Раскладушки палатку наверх, да? Что, палатку? Да? Да. Дом, блядь. Я сам не знаю. Стол длинный тоже. Куда ты его там приземлять? И раскладушки. А вот, ребятки, еще вот взяли сани от Тофика. Будем тащить с Костяном как-то, затаскивать вещи. Ну и так у нас полная машина, блин. Потому что маленькими саночками не утащим ничего. Ну все, затянулись вроде, утянулись. Должны доехать, я надеюсь. Так, ребятки, ну что, мы добрались. Дорога, конечно, сложная была. Просто заехали в зиму. В 4:30 утра.
Вот 4,5 часа мы ехали, получается. Ребят, я уже хожу по льду, чтобы вы понимали. Я уже хожу по льду. Вот так вот. Снега, короче, тут. Я не знаю, ребят. Тут уже на технике гоняют вовсю. Вот следы. Костян, от мотособак, да, ведь? Накатано, да? Мы так с тобой смело, слышь, ходим. Сколько интересно лед, блин. Вот, ребята, уезжали с осени, а приехали в зиму. Такие дела. Так, ну что, у нас 4:30. Василий, кстати, отзвонился там по дороге, он тоже где-то едет. Понятное дело, что в темень мы не пойдем. Надо, чтобы хотя бы немножко расцветать начало. Машины есть, следы есть. То бишь, люди рыбачат. Офигеть. В телеграм-канале пост там выкладывал. Люди пишут, куда собрался, рано. Вот, ребята, 300 километров и зима зимняя. Не то, что есть лед, а уже можно ездить даже на технике. Ладно, короче, что, пойдем пока мы в машину. Да, мы стартанули рано. Ну, думаю, с запасом, мало ли, дорога всякое бывает. В принципе, не прогадали. Вот. Так что, пока в машину. Будет расцветать, будем потихоньку собираться, потому что, ну, я ориентир-то знаю, я здесь уже был не один раз. Озеро большое, интересное, но все равно надо будет смотреть, пишню, не пишню. Ну и нам надо будет с Костяном тащить сани снегоходные, полные шмурдика. Ну, там, может, Васильевич нарисуется как раз. Так что такие дела. Класс. Смотрите, сколько снега, ребята. Вот так вот. Вот столько снега. А у нас все дождем вымыло. Здесь, походу, дождя не было. Она огромная. О, фанера надо. Вот такая штука у нас, ребятки, получается. Вот такой у нас сэндвич. Кстати, Васильевич приехал, мы его дождались. Серега. Всем привет. Красавчик, тоже поезд делает. Серега привез у нас топливо, ребятки. О, 5 пачек, думаю, нам хватит. Я думаю, хватит. Вот. Лед, говорят, отличный. Парни тут местные на буранах, говорит, ездят. Так что смело можно заезжать. Какой-то год тут даже на тачках по льду Да? гоняли. Было такое. Офигеть. Ну вот. Вот расцветает, ребят. Как раз Серегу дождались. Вот так, ребята. Баул мой. Короче, сани полные. Тут Костянчика подтянули. Костянчик у нас лесовозом будет. Ну, у Васильевича там тоже эшелон, короче.
Жесть. Ты что там набрал, Серега? Все с собой. Как обычно, да? Да. Ничего лишнего. Да. Все нужно, блин. Ну ничего, снежочек есть. Правда, на льду, может, вода сейчас будет плохо. Будем пробовать. Или что, поменяемся? Давай, кабачики, погнали, бля. Все, ребятки, тронули в путь. Серега первый, самый легкий. Костян лесовоз, ну и я самую основную массу тяну. Идем такие, не проверяем ничего. На уверенном, короче. Все, ребятки, на льду. Первый лед. 20-25. Погнали. В такие моменты, ребята, я очень вспоминаю своего Тофика. Как-то оно так. Ну что, ползем с перекурами. Снега навалило, блин. Тяжело. По льду-то думал попроще будет. Ну, идем, ребят, жилец море стоит. Там парни стоят. Вторую ночь уже отстояли. Плохо. 4 штуки, но крупные. А куда мы ползем? Там 2 снегохода. Там жерлицы стоят. Короче, нам придется дальше заползать. Что-то искать. Там все в жерлицах. Жесть. Фу, весь сырой. Все, братцы, доползли мы. Короче, вроде как будто бы здесь. Там занято. Там стоят. Ну, мы 2 года назад здесь были. Именно в этой локации. В прошлом году мы с Серегой были там, вообще далеко. Ну, тут туда не допрем, походу. Все, весь сырой уже. Погода, конечно, тоже такая, не радует вообще. Сейчас сохнем, чай пьем. Что-то надо делать уже. Сколько времени-то? Вот она зима-то, а? Зимушка, зима. 7:32. Блин, надо уже ставить, по идее, жерлицы. Сейчас будем разбираться, ребятки. Распределимся сейчас. Где палатку, где что. Лед хороший. Главное, лед вообще огонь. Это радует. Ух. У меня сейчас ноги какой-то, знаешь, как лагуна ебать. Да, ёпкис. Человек, наверное, бахнуть. Это нам не надо. Нам надо. О, зима-то, а? Как встретила-то. Нормально, перволёдочка. Сейчас от души. Такое ощущение, как будто уже глухозимие какое-то. Да, вообще не говорим. Кушать будешь? Давай, что-то это, конфеты, не конфеты, печенье не взял. Не, надо что-то такого придумать, все равно ебануть. Ну да, с 12 все на ногах. Лед посмотреть какой. Блин.
сантиметров 10 есть. Стабильно. Карасишки, карасишки. Живые там бродяги-то. Два. Это пойдет. Дрова, да? Нет, так-то тема нормальная, да? На самом деле. Ну, альтернатива, я скажу, вообще хорошая. Не бегать, не искать. Ну вот да, допустим, в каких-то вот Да таких. и ночью, блядь, не надо каждый час просыпаться хотя бы. Да, тут насчет этого базара ноль. Сейчас Косян что-нибудь сверху еще кинем. Я вам мешочек кинем. Закинем. Да, вот это. Вот на пункт. Так, ребятки, ну что, понеслась? Погнали наши городских поближе к деревне. Жерлички. Как я скучал по ним. Так, у меня сегодня 2 комплекта. Танаровские и новые жалицы. В прошлом году, которые с Пашкой в Твери приобретали. Короче, ничего не понятно, ребята. Местные приехали, там снялись. Походу нифига. Но будем пробовать, что, как говорится. Раз, два, три. Как обычно, на двойничках. На двойничках и карасик у нас. Карасики, карасики на воздушном шарике. Ох, надо вспоминать, ребята. Попер. Так, что, какие дела, ребята, у нас? Берем вот это расширение. Тут ссорим. Серега по окуню хочет поработать. Ну, он что-то, я, говорит, прям хочу что-то где-то на удочку. Ну, а Костян рядом со мной туда, в ту сторону. Я, короче, так. Ну, первый день никогда ничего не ясно. Надо искать тропиночку. Потом уже переставлять. Сами знаете, рыбалка на жалец, это не только поставил и сидишь там 3-4 дня. Надо будет понимание какое-то иметь. Где-то частенько стреляет, где-то вообще молчит, значит надо смещать и так далее. Лед, первый лед, одно удовольствие работать. Вот единственное то, что погода снежная. Так что работаем, ребятки. Первый лед, огонь.
Неудивительно, ребята, первый лед. Народу море, просто море. Люди заезжают. Вот там идут, видать, окунятники. Ну туда они вдоль берега идут, там окуня ловят. 2 снегохода. Ребята 2 ночи, и там вот мужики заезжают, там в начале окуня ловят. Вот. Хотя это только будни. А что будет здесь в выходные? Наверное, труба. Но озеро не маленькое, озеро большое. Здесь рыбку-то поискать можно, в принципе. Вот. Ну что, Костян работает. Смотрю, тоже попер. И уже, ребят, знаете, вот я вот первую ставлю, вторую ставлю, и все, уже глаз на глаз, короче. Ну, подсматриваю уже, потому что мало ли. Бывало и такое, что первую ставишь, вторую, третью, первая срабатывает, в общем. Бывало и такое, что даже не успевал. Вот. Ну, поглядим, ребятки. Главное, мы на льду. Лед хороший, крепкий. Огонь. И даже снег есть, ребята. Вот это да. Все, иду дальше. Надо быстро выставиться. Ну все, ребята, с Кости прям ровненько выставились. Все готово. Так, сразу, ребят, по количеству жерлиц начнут писать там. У нас, ребят, разрешено как будто бы на человека 10 жерлиц. В общем, во многих регионах 5 жерлиц. У нас 10. Ну, по поисковым, ребята, я сюда ставлю 20. Вот хоть в чем никто ничего не говорил, вот приедет рыбнадзор, пускай наказывает. Найду рыбу, уберу, если будет ловиться. А так, на 5 жерлиц что будешь ловить? Ну, что ты будешь ловить? Как ты будешь искать на таком огроменном озере? Это так, к сведению, чтобы там многие не писали. Вот. Ну чё, разбросал как-то, не знаю, ребят. Тут по прямой дал, пошевелял. Там вот пятачок забрал. Ну, почаще, потому что в прошлом году, точнее позапрошлом, там были поклевки. Погода мерзкая. Такой, знаете, вроде и тепло, а снег сырой лепит. Прохладно. Народу приехало еще, вон море. Класс, первый лед, ребятки. Ух, супер. Уезжали просто вообще с осени. Мне супруга говорит, ты куда собрался ехать? Я говорю, на лед. Он там будет. Такие дела. Ну пока, ребят, сработок нет. Что у Кости, что у меня. Хотя самое время такое. Так, ребят, ну вот, в общем, я вот так тут забрал прямую. Там потом уже ребята подъехали. Вот, и попер туда.
И у меня там сработка, ребятки, где-то. Вот там ребята, получается. Вот. И у меня загар. Только щелкнул. Поглядим. А Костя вообще туда умотал, блин. Вообще туда. В далекие края. Блин, если у него там будет щелкать, те крайние, блин, он замучается бегать. Ну, на двойниках, в принципе, что бегать. Вон там у Костяна все стоит. Такие Так, дела. ну чё, Не знаю. только-только вот дошел до лагеря и вот смотрю, стоит флажок. В том углу как раз, где там почаще накидал, набросал. Ну непонятно что. Тут такое дело. Сегодня день покажет, а завтра уже может вообще куда-то в другое место побросаем. Непонятно. Что-то жалуются, что типа плохо. Ладно. Идем смотреть, ребята. Вот она, долгожданная, ребята. Можно, говорит, смотреть на 3 вещи. Как... О, заглотила, походу, ребята. Как горит огонь, как текет вода и как крутится жарлица, ё-моё, на зимней рыбалке. Так, позу примем. Сразу ух. Поманим. Поколдуем. Так, ну чё. Рыба. Понятно, что щука. Только какого размера, непонятно. Херачит. Угу. Ну, двойники, сам знаешь, братуха. Сейчас тут надо просто себя воздержать. У меня лесочки-то... Главное не пылить. Главное не пылить, да, в этом деле. Давай, конфетка. Сейчас на килограмм ловлю, все, сразу иду палатку ставить. И пельмени буду варить. Красивая. Так, у меня здесь 10 метров лески должно быть. Ну, осталось там немного. Что-то походу мелко, братан. Хотя непонятно что. Надо же пока прокрутит, проглотит, да. Пока проглотит, пока прокрутит, да. Подсекать скоро уже будет. Сейчас будет мотать, буду брать. О, вообще шурагайка, блин. Да. Ага. Пиявка. Вот такая первая щука, ребята. Такая первая щучка. Еще не успела заглотить, кстати. Все хорошо. Первая щука сезона. Так, назевник уже приготовить будет все это дело, чтобы потом не мучиться. Так, ну ладно, карася еще оставим ей. Давай, мать, за бабушкой, за дедушкой, за сестричкой хотя бы, да? На полторушку. На полторушечку, да. Ну вот.
Открыли сезон, ребята. Жерличный. Открыли сезон жерличный. Так, ребятки. Ну вот он сам. Видишь, да, самое последнее. Пока идем, он вторая. Третья встала. Третья встала, Костя. Вот это пойдет у тебя 3 подряд. Видишь? Сразу же с этой же. А это мотает. Это хорошо. Ну давай, Костян, делай вещи, как говорится. Это выход. О, ну что такое-то, блин? Это вообще, Костян, живец, блин, ну. Малышка, вообще малышка, блин. Чё тебя как не победить? Вообще молодая, но. Ну тут-то есть такое. Вот там раз и еще раз стало. Пока шли, грубо говоря, 2 поднялась. О, бабушкой. Карасик, наверное, еще годный. Послужит, наверное, да, Костян? Шевелится? Да, нормально еще. Она его что-то придавила только. Там зубов-то у нее нету, блин, еще настоящих-то. Так. Что там, Костянчик? Пустая. Холостая, да? Угу. Туда схожу, посмотрю. Да, скорее всего, Костян мелкая, но... Тут что у нас? Костянчик. А тут помотала. Тут помотала. Вот в стороне. Пусто. А, не, есть. Что ж, подскрипываешь даже, слушай. Да. Это что-то уже дает. Дом Жареху. стоит. Походу жареху даешь. Ага. О, О, хорош. пойдет. Кило 300, Костя 400. Красава. Давай опять тюню. Давай! Красавчик. Поздравляю с открытием. Такая, смотрите. Нифига не черная, да, такая? Не, светлая. Светленькая, но. Ну все, открылся, что, Костя? Можешь пельмени варить. А там у меня тоже сработка, ребят. Да я поварю, конечно, мне по кайфу. Андрей там сработал. Там, ребят, пока сюда шли, тоже бахнуло у меня. Ну, вот выход, видите. Вот час он будет в течение 1,5-2 часов, а потом как будто ничего и не было. Так оно, блин. Вот у нас рыбалка 3 выходов называется. Утренний, дневной там и к сумеркам еще бывает. Не знаю, утром встаешь и ночью тоже когда-то попадалось. Проверял я часто. Блядь, слабенький, сука. Зевник Но трешечку Ты не его разожмет. подразогни немного. Да, ты его просто сам подразогни и все. И нормально будет работать. О, по красоте. Ну, такая съедобная, нормально. Так, ребятки. У меня здесь недалеко от лагеря получается. А чё, почему бы нет? Ну, леска есть, Серега. А? Леска есть. Походу тоже мелочь. Ну, будем смотреть, что. А, тут петля сделалась, понял. Петелька. Петелечка. Ну, побит нормально так. Видимо, уперлась, да? Да, и походу. Что ты, бродяга, еще послужишь? Или что ты? Что-то досталось ему? Не знаю, так, что-то зубки-то как будто не особо-то больше. А не, живой. Конечно. Столько караси проехали, бедолаги. Да. Еще сутки в холодильнике жили у меня. Раз, два, три. 3 с половкой, давай там на крупную. Караси из соседнего региона.
Сколько, 700 километров проехали? 700, да. 380, считай, до меня. Но до Визинги плюс 12. Ну и сейчас сюда, да, почти, считай, 300. Ну вот как-то, да. Путешественники. Путешественники. Так, ну вот. 4 сработки подряд. Не горит? Так, 6-я сработка у нас получается с Костяном уже. А Серега, кстати, здесь 2 окушков поймал. Сейчас пойдет туда куда-то там. В ту сторону бороздить. Что там он хочет. 10 жилец-то он говорит, взял, а так что-то говорит. На вибы хочу поупираться. А мы с Костяном так, потихоньку. До 11 достоим, а потом палатку поставим. Сейчас пока выход все-таки. Так, ну у меня 2-я получается в этом углу. У Кости там все щелкнули. Ну вот, что-то опять держит. Какая-то мелочь, походу. Ну, пожужжала. Будем брать что. Смотри, Костян, водичка выходит. Да, прет. Что-то помотало, ребята, и что-то все стало. Че, походу еще и выплюнуло, блин. Походу опять же мелкая, значит, что. Походу мелкая, зараза. Ну вон, смотри, видишь, порезики. Карась крупный для нее. Вот такая щучка, скорее всего. Пока пастушки, ребят, небольшие. Ну, будем надеяться На лучшее. на лучшее. Ну вот как-то так, ребятки, пока. Поклевки есть, но рыба мелкая. Рыбка пока мелкая. Народу просто тьма. Вот вам и будни, ребята. С той стороны люди, с той стороны люди. И там народу вообще море. Мы все же подальше ушли. Люди ленятся, поближе встают. Ну, кто на технике, понятное дело, уехали. Ладно, ждем. Так, ребятки, у Костянчика загарчик. И крутит Костя. Мотает. Ну, в 9 утра, ребят, что, выход, по идее. По идее, выход должен быть. Еще одна встала, братан. Не вижу. Вон ближняя еще бахнула. А, Видишь? а я все вот тут смотрю, на что-то. Вот это прям сейчас на глазах. Вот опять какое-то шевеление. Второй выход, ребята. Пошел. Время 10 с копейками 11. Ну, до 11, я говорю, стоять нужно. Ни палаток, ни кушать, ничего. Потому что это может быть вся рыбалка за день, а день короткий. Такие дела. Вот что-то Костя здесь. Ну и потом, если что, к вечеру сместимся.
те, которые не стреляли, поставим ближе сюда, в этот пятак. Так обычно и делается. Что там, Костянчик? Опять непонятное, да? А, Опять мелочь, что ли, хулиганин. Опа. Живануло, да? а. Ну, походу мелкий, но живой. Испугался только, блин. Не Чуть-чуть, двигается, блядь. чуть-чуть испугался. Вторая тут сработка у Костяна. Ну вот что-то она бах протаскивает чуть по чуть. Но он тоже немножко по загривку получил. Мелкая Костя щучка. Но хулиганят, блин. Ну что-то в этом году вообще что-то очень мелочь какая-то клюет. Прям очень-очень. Вот точно выход, ребят. Идем, как сказать, не к палатке еще, ну к табору нашему. И он прям бац на глазах. Хитруган, конечно, блин. Тоже нихуя не мотает, блядь. Подожди, она только-только щелкнула, Кость. Подождем. Может, зашеволит. Вообще даже не мотает. Просто она нас сбила. Ну как сбила? Есть. Есть? Да. Что-то такое даже. Держала, что ли, просто стояла. Идет. Ушка. Сейчас намотает. Сейчас намотает. Держи ее сразу. Сюда ты, блядь. Карась-то смотри какой хороший. И ушечка. Ну такая 900. Уже похуярила. Надо сразу леску скидывать, Костя, по ветру кидай ее. Когда еще тем более полная вымотка. О, А, блядь, все, не понял. опа! Вот такая, ребята. 900 грамм. Пойдет. 800-900. Ну такой щуки, в принципе, вот много в те разы попадалось. Вот. Нормально. Ну, это первый вообще маленький был. Ну это да. Ну вот что. Как-то Здесь так. начинается. Три штуки подряд, ребята. Сейчас буквально за 10 минут, наверное. Какой 10? 5 минут у Кости по линии. У меня пока там молчит. Как-то вот выходами. Бац-бац, бац-бац. То бишь она вроде как получается есть, стоит, а потом просто кто-то ей там кнопку нажимает, и она начинает хапать. Интересно, конечно, блин. Прикольно. Ну вот тут побегать можно. Азартно. Там щелкнуло, там щелкнуло. Тем более, когда на таком большом пятаке бегаешь на движухе. Снега еще немного. Такой классно, азартная рыбалка. К вечеру прям устаешь. О, и у меня, Костя. Ага, сейчас здесь просто разъебусь. У меня, ребята, прям на глазах. И вот видите, вот что. Вот там край щелкнул. Огонек. Интересно, ребят, что вот там у нас мужики рядом стоят. И они тоже пошли жалиться. Получается, тут, ну, не только в нашем районе получается, а вот везде вот он как-то выход идет. Понимаете? Блин. Знаешь, что Серега не ставит? Ну он как бы, знаешь, он такой он задачу себе поставил, как бы. Ему не важно, будет рыба, не будет, он хочет и будет делать. Такой он. За это я его уважаю. Леска есть. Типа как петля, что ли. Не знаю. Опять запетлилась, да? Ну как не запетлилась. Там обычно когда натянута она, там да. А тут непонятно. А, это за льдом стоит. она.
получил. Живой еще? Да, раны. Вон, порезы. Блин, а. Мелкая щука. Ну вот как-то так, ребят. Сработки вот много, сработок. Ну пока вообще еще рогайки долбят. Долбят, выплевывают. Долбят, выплевывают. Ну может что-то залетит. Посмотрим. Угу. Чурка загудела. Вечер будет жара. Скоро будет огонь.
Так, ну что, за дом. Да, да пойдем проверим. Ну, пойдем проверим, да. На, начисляй. Так, ребятки, все, мы дом поставили. Вот, кстати, вот третья раскладушка, пожалуйста, ребята, она влазит. Только я сегодня взял печку не под эту палатку. Ну, она там потерялась, потому что места здесь хватает. Что-то 11 часов, сработок больше не было. Костян, говорю, давай что, делаем красиво. Серега там что-то туда-сюда. И ветрище такое, блин. Тут как раз мы на самом расширении получается. И здесь у нас вообще ничего не держит. Ну, 4 вертыша было, утянулись, я думаю, не вырвемся. Теплые полы не брал, а летние не стали застегивать, так как, скорее всего, с Костяном завтра будем переезжать. Лед тонкий еще. Подмывать, не подмывать, таять, не таять. В общем, ну, как бы для себя, для техники безопасности не стоит. Провалиться-то точно не провалимся. Но если будет таять, то, короче, этот. И что-то на суете, смотрю, загары-то есть. У Кости 2 и у меня 1. Возможно, что-нибудь сейчас завалим. Ну а пока... Ну а пока... Как там Наговицын поет? Ну а пока я папироску что-то там положу за козырек облака. Та-да-да-да-да. До звонка. Еще так долго, паренек. Юка. Ну у нас сейчас как раз до звонка, там если вытянем, нормально все. Ну да, все это точно. Так что вот как-то так, ребят. Погода все, она что-то не успокаивается, блин. Все херачит и херачит. Ну ладно, уже тут-то хоть поприятнее. Тут стоим, как эти, как зяблики. Палатка под ногами лежит, а что-то, блин, поставил давно бы, да и сиди кайфуй. Такие дела, ребятки. Ладно, за первый лед 5 капель. Сам Бог велел. А потом пельмени. На обед сегодня пельмени, ребят, по-быстрому сделаем, покушаем. Они макароны. Было 3, стало 4, еще один щелкнул. Вот тут недалеко у Костяна. В общем, у Кости 3 сработки. И опять же те дальние, там что-то какая-то шевеление. И у меня там дальняя тоже. Непонятно, короче. Сейчас посмотрим. Может опять побрило немножко и все выплюнуло. Давай уже. Ветерочек, успокаивайся, надоел нафиг. Так, самая крайняя. О, полная вымотка. Давай, забирай, Костя. Сидит. Маленькая. Небольшая, да? А может, нет, вроде. Оп-оп-оп. Да, нормально, Ну, слушай. Нормально. Полторашка, ёпты. Пойдет. Полторахин. Полторашка, ребята. Уже полторашечка. Смело. Полностью вымотался, блядь. Ну, полторашка-то, конечно, должна. Не выплюнула, блядь. Вот это дневной выход получается. Красика достану. Так-то уже ничего, такая мамочка. Ну, не мамочка, ну, пойдет. Ну, получше, чем было, блядь. Ну, так-то да. Че, все, хана ему, да? Да. Бедолаги. А нет, еще живой. Давай его поставлю. Этого уберем. Ставь там за вторую пару. А живучие они, свежие, из болота только. Завоз свежий.
какой стороны она уверена? А, вот с этой. Еще поработает. Вот такая, ребят, полторашка. Чистая, светленькая. Красотка. Ну, у Костяна пока все складывается. В принципе, пока Костян кормит третью, которую забрал он. Ну, у него уже, не знаю, там 15-я, наверное, 13-я сработка. У меня там 5-6, вот 6-я там у меня горит. Наверное, да, так под расчет. Сработок 20 уже получается. Но мелочь. Ну, хотя бы вот такие брали, было бы уже неплохо. Большой плюс. Да, можно было уже такую рыбачить. О, тоже полная, ребята. И натяжка есть. Тяжки нету. А что ты там? Ты полная уже, выматывай смело. О, есть. Под льдом стоит. Бля, хорошая тоже. А не. Или так идет просто она. О, тоже ничего. Нормально, нормально. Вот О, так. пойдет. Слушай, пойдет. Карась живой. Так. Пойдет. Вообще на руку, ребята, подходим к моим уже. И на глазах прям у меня еще загар. Был один, сейчас два. Это прям бац-бац. Я только поворачиваю, смотрю, бух, флажок качается. Ну вот, что-то непонятно, в общем, ребята. Ну, капризничает, капризничает. Щука здесь есть. Озеро большое. Такой щуки здесь много. Но опять же, говорю, не урожай был сезон. Воды не было. Озеро осенью тут тоже прогревалось капитально. В сентябре 26, блин. Это же надо же, блин. Ну, в общем, у Костяна из 3 2 такие хорошие. Ну, как хорошие, ребят. Нормальные. Пойдет. В данный момент для еды самое то. Тем более Костянчик работал. Я все равно летом-то нет куда-то езжу. А вот он все равно. А тут рыбейка свежая, вкусная. Серега что там у нас затоборился там? Окуней что ли лупит? Может быть. О, Полная. полная, да. Смотрим. Отлично. Давай, братан, работай. Так, ну что надо? Моя уже очередь, надо набрать. ТОшнику хотя бы. Есть. У меня, короче, стандарт, понял. На меня прям пошла. Нет? Такая вроде. Хорошенькая. ТОшник, наверное, идет. О, есть, да. Это желтая, ебать, вообще. Ага. Травяночка какая-то. Точнее, не травяночка, а песочек. Что, тебе подать инструмент или что? Инструментик надо, да? Я его Стабильно. разведу, короче, сейчас нормально будет. Вообще, смотри, где в шахте. Хуй она, похуй. Не сжимает, не разжимает. А, подожди. Так нормально сделать. Тянешься? Ну, короче, вообще там в шахте, понял. Ну, давай, попробуем. Что делать? Уже там, короче. Ага. Под конем, короче. Все, нальем. Тут щука. Нормально. Пойдет. Ну и что-то смотри, да, к обеду, да?
Да более-менее какие-то Мне хотя бы. что-то уже начинает это нравиться. Да. Держи-ка, нормально. Так, ну еще там одна у нас. Так, ну, если здесь еще одну поймаем, то все. Пельмени 100%. И Заслужили. перекуриваем, да? Заслужили, да. Но это вот прямо сейчас недавно бахнул. Это прям сейчас недавно бахнул. Что тут у нас, Константин? А, здесь, походу, так, Просто въебано. хулиганит, но... Хулиганка. Хулиганка. Да, хулиганит. Кто-то боданул, блин. Ну а шо конь балуется она? Слушай, не исключено. Не исключено. О, еще один флаг стал. Ага. Еще один флаг стал. Раз, два, три. Мы точно так пельмени не поедим. Не, поедим сейчас. И еще прям возле палатки, ребятки. Бац. Вот прям на глазах. Вот так идешь и вот так в сторону дома стреляет. Вот это вот так круто вообще. Вот тут что-то непонятно. Возможно, даже окунь, да. А живец прям, ну, как висел, так упал просто и все. Погода дрянь, блин, а. Это у нас дневной выход называется. Еще будет уже по сумеркам. Как там сали, что-то обсосали, блядь. Нахуй. Нет, Не, живой. идет еще. Бля, что-то далеко перестал вообще видеть. Раз, два, три. Я, слава богу, еще наблюдаю. Так, в копилочку. Тепло, правда, щука не мерзнет. Ну, блядь. Она потом и отходит, брыкается. Интересно как. Смотри, да, разно. Вот это вот прям реально, да? Ну, Какая-то интересная. желтый, ебать. Желтая Это серая, какая-то черная, ебать. Разный сорт. Ну вот. Что-то нарисовывается. Косян сказал, говорит, пока корыто не наловим, говорит, не уедем. Ну хотя бы вот такое, ебать, я тебе говорил, не такое. Шучу я, шучу. Шучу. Пойдем хавать, готовить. Серегу как-то надо выманивать. Что-то он там залип там. Так, ребят, ну что, рыбалочка потихонечку идет. Не сказать, что прям там вау. Ну, поклевок много. Щучка попадается. В принципе, нормально. Пока Костян тянет резину. Вот. Ну да ладно, что, я две уже поймал. Я открылся, ребят. Как бы дело даже не в рыбе. Половим хорошо, не половим, ну как-то так. Потому что все жалуются. Эти вообще уехали отсюда. Двое суток ребята стояли 4 штуки. Мы уже, в принципе, 5 штук поймали. Ну, не сильно крупные, ну, ходовые, нормальные. Вкусная щука. Вот. Так что все, готовим обед. Пельмени. Наконец-то можно возить какую-то, я имею в виду такую заморозку. Потому что уже
потому что уже зима. Летом уже, конечно, холодильники, а здесь уже попроще. Такие дела. Ну вот. Опять тут угол, ребята. Вот там какая-то суета. Хотя там вот ребята местные, они вот ближе к берегу снялись. Ничего у них не было. А, Костян что там достал? Багор, что ли, достал? Походу есть. Походу есть, ребята. Опа, хорошенькая. Хорошая, ребята. Щучка. Такая же, наверное, плюс-минус. Может даже побольше. О, красавчик. Кормилец, Костян, кормилец. Водичка закипела. Кайфово, ребята. Когда у напарника получается, это тоже кайфово. Это тоже, ребят, кайфово. Ловится, ловится. Отличненько, что я могу сказать. Вон, контейнер опять отжил. Контейнеры, ребята, меняю как эти, как перчатки, блин. Вот опять не вывез. Вроде крепкий. Отвалился, блин. Зараза. Медвежья ушка. Какие-то интересные, новенькие хочу попробовать. Я уже со стороны видал. Что, душечка, да? Палец расхуярил леской, подо льдом стояла, блядь, как дала ебать на. Ну-ка подними, какая сам, посмотри. Ну слушай, это да, душечка уже. О, смотрите, ребятки. На укрупнение идем. Слушай, да, это даже больше, наверное. О, Костян кладет, только кладет, блин. Молодец. Чё? Молодец, молодец. Классно, Блядь, я классно. думал, что это, как бы холостая. Да? Только это, ко льду, как дала, ебать нахуй. Палец он расхуярил вечно. Ну как без пальцев, ты что? Ну, на жалюсах побыть и без пальцев никак. Нормально. Ну, слушай, хорошенькие, да, пойдут. Ну, вот это самое крупное сегодня уже пока. Нормально. Тебе, Серег, с водичкой или так? Без. Без.
Сейчас водичку, братан. Не-не. Так, ребята, что, банда вся в сборе. Василий тут пришел с новостями. Там у него хорошая рыбка была на VIP. Оторвала. Не знаю, можете будете сам посмотреть. Ссылка в описании. Там Серега снимает. Посмотрите потом, если выложит, конечно. Ну а так, что у нас обед? Немножко пельменей. Ну, пачка небольшая, на троих тут. А так вот яички, не яички. Все дела, короче. Надо от обеда и горячего. Прям уже душа просит. Все-таки сколько уже. Вот. Так что как-то так, ребят. Хлебас вон здесь. Да, нарезал, да? Все, нормально ты там наготовился в себе. Четко. Давай. Быть с ним, давайте. Так, быть мужчины, с ним. давайте за первый лед, Надо этот. за рыбалку. За нашим успешным уловом. Нормально. Общим. Красота. Потихоньку рыбалка идет, какая-никакая. Ну и за обед. Давайте будем. О. Хорошо пошла. GoPro снимай видео. Хлебушка. Что, Костян, говоришь, помазуха нормальная, да? Да, заебись вообще. Нравится мне нахуй. Постоянно Она говорю. такая, энергии очень много дает. Вот, ну, сало вообще, в принципе, энергию дает. Сало оно и согревает еще. И согревает. Ну, да, говорю, энергию дает. Значит, согревает. Вещи. Говорю, на рыбалке чай, Здесь, Серег. чай, сало, хлеб. Да, больше не надо, да? И ничего не надо. Летом зеленый лук еще. Фу, ребятки, как хорошо же, а? Горячая на льду. Тем более, когда есть у нас теплая палатка. Красота. Ну, в общем, Костя, ребята, продолжает удивлять. Ну, я надеюсь. Вышли, у него стоит один. Пока что-то тут буры не буры, у него еще 2 загорелось. Короче, 3 сработки. У меня тишина. Ну, будем работать, значит. Осталось 2 часика. Серега сейчас тоже пойдет пробовать поймать окушка. Если что нет, то там посмотрим по карасю. Сереге поможем, доставимся там. Вот. И что-то будем туда смещаться, в общем. Не знаю, этот центряк оставлю, наверное. А вот эти буду, ребята, перетаскивать. Ну, тут било, но мелкое. Что-то не вижу смысла. Хотя можно и посмотреть, у нас еще есть день. Ну, лед маленький, снега немного. Здоровья, слава богу, хватает. Давайте поработаем, мне кажется. А там поглядим. Так что все, поехали, время не теряем. Костян сейчас, может, что еще припрет. Костян банкует сегодня. Ну, как говорится, новичкам везет. Первый раз на озере. Не первый раз на рыбалке, но на этом озере. И вот озеро ему дает. Не знаю, где он там подлил. Рюмочку, может, где-то там плюхнул. Ладно, поехали, ребята. Снег так и валит. В общем, как, ребят, я переношу. Я просто выматываю. Живец у нас отличный. И просто открываю кран. И туда живца. Вот. Фиксирую флажком. Все. Одну жерлицу сняли. Оночку подзакопаем, чтоб не светило. И идем дальше. Все, ребятки, собрал комплект. Ну, даже вот
Вот я 9 штук собрал, это уже много. Можно перепутаться. Собирайте там по 4, по 5 штук. Быстрее будет, и можно сейчас просто набородиться. Карась живой, на крючке. В кане перекрутит там все. И будет беда. Все. Мы немножко места нашли. Попробуем его расклевать. Топаю. Темнеет уже. Ну вот, ребятки, навели суету. Костя там 4 перенес. Я 9. Как говорится, волка ноги кормят. Посмотрим, что завтра будет. А так все. На базу. Снимать сапоги, раздеваться, сушиться и так далее. Вечером, возможно, еще выйдем, прогуляемся. Если погода будет, пройдемся с фонариками. А так, устали. С 12 ночи я вообще не спавший. Да и Костян также. Такие дела. А там сработка. Будем смотреть. Ну, помотало чуть-чуть, но не знаю, ребятки, вон сработочка, которую оставили. Ту полосу полностью снес. Эти пускай, думаю, стоят. Туда, короче, базировали. Тут даже и не видать будет, блин. Особо моих-то. Серега, я не знаю. Что-то тут живца ловил. Окушка, походу, наловил, побежал ставить. Посмотрим, ладно. Нормально. Бодрый парень. Ёбнуло просто. Или нет? Ну, что-то он в чешую сбило. Не знаю, что за хрень. Я говорю, может, окуня гоняет нахуй его. Может быть. Ну, пускай тлеет. Сильно я не буду открывать. Так, фонарик нужен и посуду помыть. В принципе, все. Можно раздеваться нафиг. Так, ребят, ну что, с местными пообщались. Проезжали сейчас на 2 снегоходах, они с той стороны далеко-то заезжали. Была рыбалка здесь, оказывается-то. Половили, говорит, неплохо, хорошие щуки были, крупные. Неделю назад, что ли, там. Вот. А здесь на выходных было народу, говорит, тьма. То бишь здесь, говорит, уже бурено. Вот так вот снег-то вот выпал, и непонятно, ну, бурили, не бурили. Ну, ладно, что. Серега выставляется. Я так понимаю, все-таки поймал он. Потому что он умотал, там что-то будет. Ну, уже и темно. Уже и темно. Время уже 3:30, а уже все. Темнота. Че, посидим, пообщаемся. Поговорим, что. Палатки хорошо, тепло. Сходим, проверимся. Там сработка, мужики говорят, ехали. И у меня там сработка дальняя тоже горит. Я еще по сумеркам, когда заходил сюда, Наверное, увидел. свежая въебала. Ну, скорее всего, да. Ну, может быть, посмотрим. Ну, короче, сходим потом, попозже. Уже не пойдем. Что-то я разделся, сушить все повесил. Вот. А попозже, может, что, ужин приготовлю, не знаю. По настроению вообще. Что-то перекусили, мы накидались там. Сало, хлеб, яйца.
пельмени. Как будто бы пока и нормально. Посмотрим. Ночь длинная, как говорится. Вот. Ну и что, завтра день покажет. Что, куда, может, куда-то рыпаться будем, что-то еще как-то, не знаю. Ну, как минимум, Костян, как минимум, видишь, ты, получается, все-таки все равно. Нашел дырку, нахуй. Да, да. Потому что вон ребята едут тоже, говорит, ну, что-то, говорит, ни о чем. Недовольны они с рыбалкой. Ну, конечно, после такой рыбалки, когда они ловили такую, ебать, а здесь, ебать, такая хуйта приятная. Ну да. Вот. Ну все, ребят, что, давайте, я не знаю, на связи, что. Сейчас Серегу дождемся и что-то порешаем. Снег пошел опять, блин, зараза. Так и не успокаивается. Ну, хоть ветер немножко. А так он снег валит. Сырой такой, противный. Серега, есть вторая горелка? Да. Давай, тащи горелку. Угу. Будет. Так, друзья, всем доброе утро. Утро начинается не с кофе, а с переезда. Подтопило хорошо за ночь, ребята, у нас палаточку так под печкой. Лед сантиметров 10, сантиметров 5 протаяло. Ну, в принципе, это было понятно. Вот, решили сразу с утра спокойно переехать. Сейчас готовим завтрак. Кофе, чай, блинчики
и пойдем на проверку. Утром встал, встали утром, а флажки уже стоят. Но сейчас в течение вот этого всего переезда, ребята, добавляются флажочки, то бишь идет утренний выход. Ну, как говорится, бежать и ломиться, ну, я не вижу смысла. Сейчас потихоньку все приготовим и пойдем проверяться. Так, а посмотреть есть на что, ребята, потому что сейчас покажу. Вчера я перенес 10 штук, и получается есть загар. Раз, загарчик, есть тишина, 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 тишина. И есть еще загарчик. А так их получается 3. Вот еще один. Вот там приехали мужики. Вот еще, ребята. Переезжаем к Костяну. У Костяна сразу здесь в лагере 2 подряд. И там еще загар. А там это мои ребята машут, которые я переставил. Вот там еще машет. Так. Еще машет. О, еще машет, ребята. Офигенно. Так, это у Костяна. О, у Костяна еще один. Короче, есть на что посмотреть, ребята, я вам скажу. Шикарно. Так, опять окопались. Брикеты у нас. И вот, в общем, переехали в эту сторону. Быстро утянулись, втроем подняли. Серега раскладушку уже свою достал, потому что Серега сегодня уезжает. Так, это саночки, там вещи. Это у Сереги вещи. И вот наш улов, ребята, вчерашний. 6 таких неплохих щучек. Опа. Нормально. Приготовили уже мусор. Какой-никакой. Вот, и в принципе все хорошо. Доброе утро. Как настроение? Боевое. Печку, ребят, не топим, потому что лучше попозже. Тепло вроде, 0 градусов, и используем горелки. Блинчики тут у нас и чай, кофе май. Позавтракаем сейчас. Вчера классно посидели, пообщались. Ночка, в принципе, спокойная. Так, штук десяток кинь-то. Так, пару пакетов. Так, ребятки, ну что, потопали, поехали. Народу сегодня, мне кажется, еще больше. Ну да. Вот что значит первый лед. Рыбалочка зимняя. Сработки у нас есть на что посмотреть. Поехали. Полная, Костян, да? Да. И натяжка, смотри. Да. Первая, ребята, возле лагеря. С натяжечкой. Удочки не замерзли. Леска натянута. О, Есть? да, заебато. Так, вроде пока идет. Хорошо. Хорошо. О, подходит где-то. Ага. О, упирается. Ага. О, смотри. Опа. Бля, багорчик. Тихо, брат. О, все. О, слушай, вообще огонь, 2,5, братан. Вот это утро. Красава. Смотри, какая малыха. Темная. 2,5 точно есть, ребята. А все говорят, молчат, да? Да. О, ребят, лагерь у нас. Вот, палаточка. Это получается ближняя. Все, я сломал, короче, это. Чтобы не Костя не потел. церемонится, потому что этот... Смотри, она, блядь, за язык держалась. Ну. Могла бы сплюнуть нахуй. Ще, хоронок от оценника. Возьми-ка, Косян, ее. О, красава. Четко, вообще огонь. Круто. Так. Вот это я понимаю утро.
Нормально. Так, Сейчас, подожди. работаем. Бля, хорошенькая сука. Хорошенькая, да. Здесь, вон, видишь, все позамерзло просто у меня. Серега вчера окуньков половил. А я же видел, он же показывал. Ну да, да, вот сейчас поставим на окуня. Попробуем, да? Да, На попробуем. местного нашего. Местный живец. Так, друзья, идем дальше. Вчера вот здесь Костянчик вот эти 4 штучки переставил. И сработка одна есть. То бишь работа сделана не зазря. Я считаю так. Возможно бы где они стояли, ничего бы не было. Мотает хвост. Мотает? Да. Он сейчас тут крутнул, ебать. А мы подходим, да, вон. Мы подходим, она слышит. Почти полная. Угу. Ну, живётся. А, еще подматывают тут ребята. Недавно, походу, бахнуло. Утром. Он мотает, но Это вяленько просто. что-то слабенько, но не крупная, походу. Угу. А, заживал его уже. Че, пробуй? Давай курим, да попробуем. Дай помчаться. Заживал, походу, его. Пробуй. Ага. Бля, тоже хороший. Да? Ой, ебать нахуй. Ну, блядь. А шла-то как, сука, настоящая, ебаный в рот, блядь. Не большенькая. Вторая сработка, вторая щука. Пока 2-0 в пользу нас, грубо говоря. Опять ветер, ребята, опять снег. Так, идем дальше. Третья сработка у Костяна. Так, что у нас тут? Полная. Полная? Отлично. Давай, пробуй. Все, пробуй. Есть. Ага. Неплохая так-то. Ну, блядь, хуй знает, ебать. Так-то идет хорошо, ебать. Вот подходит. Нормально. Килушечка. Четко. Килограммчик, ребят. Третья сработка. Третья щука. Так, ребят, ну что, отлично. Подходим как раз к моим, которые я вчера переставлял. И знаете, что вам, ребят, скажу? Просто два в ряд. Третья с краю. Четвертая горит. Там пятая. Из 9 5 штук. Офигеть. Вот что значит, ребята, нужно работать, нужно переставлять, не лениться. 5 жерлиц, это вообще шикарный результат из 9. Это 60%. Это круто очень. Вон, ребята. Ну, будем смотреть. Горит-то горит, а будет ли рыба. Полная, ебать. Полная вымотка. Приплеснула еще. По-любому есть. Есть. Нормально, рыба. О, Вот такая красотка. Ребятки. Уже удочки, уже все. Такая полторашечка, наверное.
Красотки, ребята. Нормально. Так, следующая, ребята, в ряд. Вот. Здесь леска есть. Запуталась он. А, запуталась, да? А, еще и вот мотает. там А, сидит. там сидит, ну. А, там, ребята. Есть. Хорошая. Ну, что-то. Не, небольшой. О, ну как небольшое такое? Нормально, килушечка. По стандарту. Нормальная щучка. Все в заглоте, ребята. Жрет. Ну, вон, ребята, видали? Все в шахте. Все там, бля. Значит, жрет. Вот там все. Мертвый, да? Я бы сказал. 5 сработок, 5 щук, 100% результат, ребят. Пока работаем, четко все получается. Так, тут очередная. Что-то опять перехлест, блин. О, гнет, смотри. Кайсан, смотри. Ой, вот здесь мамка по-любому. Смотри, она что делает, У тебя гнет. петля. Я говорю, петля. Да, она вот запуталась. И смотри, гнет, ребята. Прям гнет, ребята. Это Это 100% может доставать, она там сидит уже. сейчас я сделаю, мало ли надо будет стравливать. Так, видите? Опа, Хорошая, да? хороша. Не. О, Такая кило. лишняя. Кило плюс. Дай шумовку, братан. Ты вот кулаком, вон шумовочкой так раз. И все. И успокоилась. Так. Нормально. Она на коротке тут была, понял? Ага. Из-за этого гнула, блин. Ну то бишь, смотри, она сходу хапнула за глот. Жрет. Да, да. Ну открой личико, девочка, открой. Значит, у нас это еще, знаешь, не последние нахуй сработки. Должно быть все нормально. Все там, да. Все прям там. Смотри, прям там в пищеводе, блин. Слушай, пока нормально. Мне 6 очень- работок, 6 Мне щук. что-то это вообще начинает нравиться, ебать, Андрюха. Сразу в ряд, ребята. Полная вымотка. Сидит. Красота. Берем. Не домотала чуть-чуть как-то. Ага. Есть. Килушечка. Вот такой карасик. Нехиленький. Вот такая, ребят, красоточка. Карась живой у нас. О, брат, ты еще поработаешь, братик. Ты еще поработаешь у нас. Ну, какой бодрый. Офигеть. Что это у нас? 100% Костян? Да. Рыбзавод, блин, настоящий. Настоящий рыбзавод, ребят, пока. Вот сегодня щука поактивнее поперла. Вчера вот она выкобенивалась, а погода успокоилась, давление, походу, нормализовалось, и все. Так, ну у меня тут еще
Сработка. У тебя там еще сработки стоят? У тебя там стояли флажки? Да, 3. Да? Да. Раз, два, три. Давай, бродяга, лови очередную. Ой, как хорошо, ребята, как хорошо, а? Ну это да, четко. Блин, петля жерлица, блин. Ёбнуло хорошо и потянуло нахуй. Ну да, и она так прям с узлом и тянула, понял? Опа, есть. Есть. Стандарт, ебать. Стандарт килограмм, ребят. Стандарт килограмм. Сегодня, видишь, Андрюха в ударе нахуй. Вчера я был в ударе, сегодня Андрюха. Ну, слушай, вчера поработали, сегодня полопали. Ну, базара нет. Как говорит, потопаешь, так и полопаешь. Первый лед, что, да? Не, представляешь, мы сюда зарядили бы полностью все, ебать, да? Ну, Костян, что? На то 2 дня и есть. Понимаешь? Да, чтобы сообразить, что куда ставить. Да. Живой, что ли, брат? У него всю ебалу порвано, смотри. Порвало, да, его. Где-то стоит опять нахуй. Ну да, пока. Рядышком может. А, хуй. Опа, да? Ага. -1. Так, ну вот. Работает. Щучка обманула. Ну вот. Одна-то тоже нужно давать шанчик-то, ребята. Сегодня вообще что-то жесть. Метель. Ну, по идее, вот щука любит такую погоду. Сорога любит такую погоду. Ну, плотва. А вот окунь в ясную. Ну, я не знаю, у нас вот так. Так, у нас следующая, ребята. Переебала здесь. Нет, да, вымытки? Ну, есть, она А. просто переебалась. Тоже петля. Петля, петличка. По ветру туда кидай, Костя, леску. Ну, в стороне. По ветру, Костян, кидай. О-о-о. Ага. Живой. Нормально. Ага. Так. Полная вымотка, ребята. На новые жерлицы. О, сразу натяг. Да. Ага. Хорошенько. Ну, слушай, стандарт, Костя. Что-то он вообще побежала. Небольшая, походу. Щурочек. Отпустить бы ее такую. Как-то бы. А как? О, крючок вон там. Никак. Вон, смотри, желудок ходит. А, Вот там крючок, ребята. все, выдернешь и пиздец. Да. Так, ребят, пока кружок сделали, возвращаемся. У Костяна опять загар. Тут недалеко. Сейчас сработка. Мелочь хулиганит, да? Ну, Ага.
заходит. Давай заменим. Братец, подкладывать будешь, не печку? А? Печку будешь подлаживать? Сейчас пока, Вот наверное, нет. здесь пачка нахуй. Загар, ребята, еще у нас. Опять там у меня стрельнул. Но тебе надо переносить, они вот тут вот именно вот детский сад. А там мы щуку-то нашли. Все-таки нашли, ребята. Не зря вчера уставший, ну, переставили и все получилось. Серега, что там, как у тебя на кордоне? Ну, пойдет. Пойдет? Крупный это, да? Взял? 10 жерлиц, 8 сработок. 8 сработок. А я тебе о чем вчера говорил? Хвастайся, А что? ты говоришь такое, не может быть, не может быть. Хвастайся, Серега, Да хвастайся. нечем не хвастаться. Нечем? Да, Там сумочка. одна где-то двушка, наверное, есть. Да ты что? Нет, 10 желез, 8 сработок, а рыба? Серег, Да? а по этим количествам? Ага. По количеству 7 щук, 1 срез. Срез даже? Да. Вот она начала жрать. Это отлично. Метель, ребята, капитальная. Ну вот опять с утра суета была. Вот что мы вот подсняли, все подсняли. Ну сейчас вот сегодня щука прям активная, хорошая. Хватает, берет. Вот вчера прихватывала что-то. Много мелкой щуки было. А вот так, в принципе, нашли. Костян печку растапливает. Поваляться хочет немножко. А я хочу, ребята, на блесного окунька половить. Ну и живца тоже в прилов тоже нужно. Серега через пару часов будет выезжать домой. А мы с Косяном еще будем ночку. Еще ночку. Так что, ну у нас там сработка. Пойду я проверю. Обязательно, скорее всего, детский сад. Опять детский сад, блин. Убирать надо их отсюда. По-любому. Ну вот так, видите, ребята. Просто вроде рядом, но все мелкое. Щука. И вот, пожалуйста. Проходишь 200 метров, там уже все отлично. Коси там сработка. Пойду пока здесь тоже проверю. Блин, пока туда-сюда уже вроде обед. Сейчас туда-сюда. Смотришь, уже опять вечер. Ну классно открытие, ребята. Видите, все получилось. Никогда не надо унывать, экспериментировать, переставлять, пробовать. Все получится. Все получится. Такие дела, ребят.
Полная вымотка. Опа, есть. Такая же стандарт. Килошница. Даже побольше, наверное. Даже побольше. Глотает прям вообще хорошо. До кишков, блин. Нормальная щучка, ребят. Стандарт. Водичка вышла у меня. Водичка вышла. Водичка вышла. Вот он, красавчик. Не живец, конечно, но на пятерочку пойдет. Блин, захавал-то тройничок. Живец, ребятки. О, какой, ребят. Малыш.
В общем, клюет окушок. Вот местные там, не местные, там много народу приехали рыбачить окуня. Вот Серега говорит, что здесь, в принципе, можно тоже окуня хорошего половить. Но-то нужно упираться, заниматься. Мне как бы особо эта рыбалка не нравится. Все-таки ребята жерлицы. Я в них влюбился, и это моя рыбалка. Немножко окушков, ребят, побаловался. Смотрю, а у нас там флажочки стоят. У Кости сработка, у меня там сработка. Еще одна вон. 3 штуки сработок, ребята. Костян спит. Я говорю, ложись спать. Что-то смотрю, мается. А, там еще сработка, ребят. Вечерний выход. Не вечерний, дневной. Вот тоже многие там бывают пишут. Серега приезжал ко мне с Кирова. Спит там в палатке. Ребят, ну блин. Мы приехали на трое суток, да. Почему нельзя отдохнуть, допустим, там поспать днем? Не надо же упираться все как бы там в рыбу. Я, допустим, сейчас бегаю. Ну и бегаю. Такие дела. Вот эти перестановочные мои тоже, ребята, 2 сработки смотрю. Короче, все глубже и глубже поклевки там. Ну вот, надо перемещаться, искать. И будет праздник, ребята. Вот у Костяна тоже стоит. Тут что у нас? Такая же хрень. Мелкая, походу.
Пойдет еще. А вот это мне нравится, ребята. Это признак рыбы. Берем. Вот тянет, ребят, тянет. Тянет. Опа. Хорошая. Хорошенькая, ребята. Хорошая. Тихо. Мадемуазель, тихо. Ну как хорошая. О, на окуня, ребят. Сегодня ставили. На окушка. Вот так же она вот. Кормовая база у нее тут в основном окунь. Вот она на окушка, ребятки, взяла. И уже там. И уже глубоко там. Вообще труба, блин, а. Вот это жрут капитально щукари. Хана, блин. Ну давай. Доставайся. О. Ну такая, ребята. Вот. Пожалуйста. На огонька. Смотрите, даже зубов нету, она просто его съела. Блин. Воронью пойдет. Поводок вот так, ребята. Отлично. Ладно уже, поводки у меня там. Я обычно меняю такие поводки, ребят. Крупноватый, наверное, будут, да? Крупноватенький. Ладно, хвост ему. Чтоб не сбивал. Немножко я ему подправлю хвостик. Ну давай. Открывай рот. Хорошо. Отлично. Ага. Вымотала. О, живой. Блин, караси вообще как лютые, ребята. Живые, всех живых. На одного карася можно поймать 3 щуки, блин. Офигенно вообще. Ну ладно, что, одну забрали. В принципе, она тоже неплохо.
Вот такая рыбалочка, ребятки. Как-то так. Он возвращается, у него там те стрельнули. Но я их хочу перетащить, ребята, сюда. Завтра, в принципе, уже домой. Ну, чтобы они отстояли, порыбачили. Окушков подловил немножко, то бишь насадиться есть чем. Сейчас я тут скину щуку и туда пойдем. Серега сейчас домой поедет. Костян с ним пойдет до машины. Там забыл кое-что. Зарядки там, не зарядки, что-то. Не знаю. Ветрено, ребят, но тепло. Красота. Я перчатки даже не одевал. Нормально. Братва, ну что, у нас Василич домой. Как серая рыбалка? Хватит. Ну что, я доволен. Открылся? Да? Да. Отлично. Вполне. В принципе, нормально, да, Серега рыбку даже подловил. Хотя мог вчера еще выставить днем и, наверное, даже бы, может быть, что-то по-другому было. Была поклевка у него на VIP. Короче, ребят, что было у Сереги, посмотрите у него. Я, в общем, ссылку оставлю. Там, короче, гляните. Да, Василич, в кино же будет? Будет? Будет. Все, братик, давай. Немного? Давай. Давай, братик, давай. Мы еще с тобой увидимся. С Серегой Обязательно. постоянно выезжаем, так что не прощаемся. Ну, они с Косей до машины, Серега домой. А мы еще ночь. Да, Костян? Ладно, короче, я кушать готовить пошел. Все, Василий, давай. Давай. Пиши, звони. Не пропадай, как говорится. Так, ребятки, ну что, дело к вечеру. Серега поехал домой. Ну, Костян, получается, поможет сейчас ему вынести вещи. И там в машине там заберет там, что-то я не знаю там. Ну, короче, до машины он потопал. Вот. Ну, километра, ребята, 3. Ну, 2,5, наверное, может быть, это так. Может, 2,5, может 3. В районе 3 километров, ребята, мы сюда заползали. Вот. И то бишь сейчас Костяну надо пройти будет 6. Ну ничего. Снега не особо много. Идешь не по каким-то там кочкам, а то бишь по льду, то бишь, ну, нормально. Вот. Ну как заходили, да, это была труба. Тем более я тащил весь шмурдяк. Тяжеловато, конечно, было, но дотащили, ничего страшного. Вот. Рыбалка, в принципе, идет. Рыбалка хорошая. Рыбку нашли. То бишь побегали. Выставились. Бац-бац. Были сработки. Потом были какие-то уже поклевки. Имею в виду рыбы какой-то нормально. Здесь мелочь. И уже потом начали смещаться. И, в общем, все равно нашли, получается, рыбу. Вот, ребята, это первое. Непростое, конечно, правило именно в жерлицах. Вот многие думают, поставили, все, там живец барахтается, щука его найдет. Нет, ребята, здесь такая же система, как по окуню, как на вибы, на балансиры, то бишь ее надо искать. Там она почему-то концентрируется, она там стоит, не стоит, она там почему-то попадается. Соответственно, здесь уже понимание есть. И это всегда было так, ребята, это всегда было так. Многие даже матерые рыбаки мне говорили, и
то, что вот у тебя лунка, у тебя здесь попала щука, ее, возможно, можно даже перебуривать сразу. Вне зависимости, метров 10-20, ну, то бишь с этой лунки уже ничего не поймаешь. Ну, я уже на своем опыте, ребята, я уже жалицами порядком занимаюсь. Не соглашусь. Я ловил с одной лунки по 3, по 4 щуки. Это было такое. Бывало, что вот прям одна жалица бьет и бьет, бьет и бьет. Было и такое. Хотя да, новая лунка — это новая рыба. Здесь нужно постоянно перемещаться, переходить, не лениться, и как бы и будет у тебя удача. Вот. Если приехал, поставился, остоял сутки, допустим, да, и вот тебе нужно, были какие-то сработки, тебе нужно еще, допустим, жить сутки на рыбалке, то эти все жалицы, ребята, просто надо выносить, сносить, смещаться 50 метров, 100 метров, береговую линию, может наоборот с берега в середину, живцом поиграть, 3 оборота, можно в толщу воды запустить его, то бишь, ну, по последнему льду вообще можно поднимать живца чуть ли не под лед. Это всегда работало, ребята, и это приносит результат. Вот, так что, опять же, ничего не прогадали. Вчера уже очень сильно, конечно, уставший, но я под вечер перенес жерлицы свои десятки, и она сегодня принесла нам 5 поклевок, а точнее уже 6-7, да, 7 поклевок и 7 рыб. 7, ребята, рыб, которые больше килограмма, плюс-минус, то бишь килограмм 10 щуки, в общем, на вот эту перестановку я сделал. Вот, и как раз именно вот мне что нравится, то что это не суточная рыбалка, ребята. За сутки никак не можешь понять, ты вообще не можешь. Ты здесь живешь, ты здесь приезжаешь каждый год. Ну, каждый год, ребята, она в одном месте не бывает. Ну, то бишь нет прям вот того, что вот, допустим, в прошлом году здесь ловил, и вот ты выставляешься, и на следующий год там ловишь. Возможно, но, конечно, эксперименты и перетаски вот эти, они всегда работали. Так что здесь надо работать, ребята, здесь надо бегать, искать, и тогда будет успех и удача. И опять же, ребята, вот эти сейчас жерлицы я буду перетаскивать. Я буду их сейчас сносить, перетаскивать, возможно, дальше. То бишь, ну, есть какое-то понимание, я буду их перетаскивать, потому что вот именно в этом районе, хотя площадь не маленькая, но стоят вот именно вот такие щучки. Я не знаю почему, но вот за второй день вот эти жерлицы принесли пару килограмм щуки, то бишь 2 килошки попалось, и все остальное вот это. И вчера там было куча сработок, но они вот бьют, карася ранят и даже не глотают, а просто его сбивают и все. А он живой, бедолага. Ну, в общем, вот понимаете, да, вот концентрация здесь мелкой щуки почему-то очень много. А почему, чем связан, не знаю. Я перетащил метров 300, наверное, 400 отсюда. Не 400, 300. Даже не 300. Глубина такая же, ребята. Ну, метр 20, метр 30 подо льда. Ну, уже, ну, рыбка уже поинтереснее получается. Вот. Так что здесь такие дела, здесь такое понимание. Ну, я просто тут не как-то, ну, не то, что не советую, что ли, но я просто делюсь своим опытом, и я знаю, что меня смотрят молодые рыбаки, только кто начинающие, вот, в общем, ну, это небольшой совет вам. Нужно работать, не нужно лениться. Вот. А в моем опыте уже, ребята, большие озера были, допустим, в Тверской области у Паши. К Сереге я приезжал, Серега, здорово, будешь смотреть. Вот, там вообще озеро 50 километров, ребята, 50 километров. И там в прилове судак, допустим, да, там, то бишь, ночная рыбалка может быть. Вот. И выставляешься, и как бы, ну вот, сидишь час-два, ну нет сработок, получается. Уезжаешь, на следующую ночь, на следующий день приезжаешь, у тебя жерлицы горят все практически. То бишь рыба как-то, она идет ходом, стаи там, я не знаю, ну и вот она как-то берет, хватает. Здесь же все-таки, ребята, у нас выходами. То бишь здесь у нас рыбалка, вот именно, я так называю, это рыбалка в 3 выхода. То бишь у нас в день 3 выхода. Это утренний, самый основной,
который вот он может сделать всю рыбалку. И, соответственно, здесь не стоит как-то чем-то заниматься там, а стоит сосредоточиться на жерлице. Особенно кто рыбачит на тройники, то бишь там надо подсекать. Вот. Потом получается дневной. Ну вот и получается передсумеречный, вечерний. Вот рыбалка в 3 выхода. Допустим, там, куда я ездил, в той же Вологодской области, там такого нету. Ну, я просидел около жерлиц 2 часа и ничего такого я не увидел. Вот. Опять же, повторюсь, рыбачу, ребят, на двойники и сходы, не сходы. Здесь тема такая. Именно когда ты оставляешь жерлицы в ночь, двойники, ребята, решают 100%. Тройник, да, тройник он эффективный, как минимум, но это когда у тебя активная рыбалка, то бишь ты стоишь на жерлицах и ты контролируешь сработки, вымотки, то бишь ты подсекаешь, то бишь ты рыбу достаешь в губу, в щеку, в подбородок, там, по-всякому, ты ее засекаешь. А здесь вся рыбалка, ребята, вот она именно, то бишь, ну, она берет, она мотает потихоньку, переворачивает живца, заглатывает. Здесь, как бы, я считаю, что двойник сходов и холостых сработок, ну, на минимуме, прям вообще на минимуме. На двойнике рыбачу уже давно, и как бы тройник, ну, на тройники точно не перейду, как бы, потому что двойник это двойник, ребят, и он решает. Именно постановка через жабряную крышку, не за спинку. Вот. Ну, меня не переубедить. Не знаю. Каждому свое, конечно. Кто-то из-за ноздрю, и кто-то на бинарнике там судака ловит, там что-то еще. Ну, мы с Пашей, допустим, с тем же Серегой ловили на двойники спокойно через жабру и ловили судака, и как бы нормально было. Когда рыба капризничает, да, здесь, возможно, да, можно что-то экспериментировать, возможно, даже будет лучше ставить тройник, уменьшать живца, допустим, да, и как бы именно вот у тебя сработка, у тебя вымотка, и ты его сразу берешь, сечешь, потому что вот он берет, он держит, он что-то ее трепал и выплевывает, сразу, моментально просто выплевывает, ну просто не хочет жрать и все. А вот сегодняшний день, допустим, она жрет просто, она вот так, я достаю карася, карась уже внутри, но на нем вообще порезов нету, ребята, на нем вообще 0 порезов, потому что она его просто как-то ходами, он просто туда залетает, туда, она его даже не жует, она его просто проглатывает, и все, она просто жрет. Вот. То бишь это уже называется жор. Когда пассивные, да, то да, она возьмет, держит, она может держать 15 минут, 20 минут, она вот так джик мотнет, джик мотнет, то бишь она его просто держит, стоит и держит, просто как, я не знаю, вот, ну, есть такое, ребята. Так что здесь, ребята, как минимум, не то что опыт, да, вот, а именно большое сравнение. И вот в каждом водоеме есть тоже свои моменты, есть свои условия и там и так далее. Я был в Ярославской области. Саня, если будешь смотреть, тебе, братан, тоже огромный привет. Я был на водохранилище, Рыбинское водохранилище. Вот. Щуку ловили, ребята, с подо льда 10, 15, 20 сантиметров. 25 сантиметров с подо льда, это уже называется у них глубина. То бишь, ты встал в 25 сантиметров, и ты ничего не поймал. Ты отошел в 15 сантиметров, у тебя пошли загары, у тебя пошла рыбалка. Представляете, ребята? В 15, мать его, сантиметров. И, соответственно, если бы я туда на опыте, ну, в своей жилищной рыбалке приехал и нашел вот такую глубину, то бишь, ты когда будешь, ты, то бишь, ну, проталкиваешь, да, шугу, я уперся бы в дно, я сказал, здесь миляк, надо искать глубину. И нашел бы я какую-то глубину метр-полтора, самая оптимальная глубина вот у нас, да, на жерлице, это метр-полтора, ну, даже 2, ну, 2 это уже как будто даже большеватенько, ну, 1,5 это самое то я бы просто там ничего не поймал, я бы там вообще ничего не поймал. Самое интересное, что в 15 сантиметров, ребята, заходит щука на 5 килограмм. Она ползет, то бишь я понимаю, что вот именно размер щуки как раз примерно, то бишь она идет плавником, шкребет по льду. Такие дела. Соответственно, практика, ребята. Множество рыбалок тебе дает большое познание и даже вот какие-то такие моменты, что, ну,
у себя даже на своем водоеме, да, ты какую-то практику тоже пытаешься сделать, пробуешь и как-то, ну, вот, и находишь какие-то ключики. И это очень круто. Так что вот, ребятки, как-то так. Ну, немножко так с вами подсоветовал, ну, не посоветовался, а рассказал свои вот доводы, как бы. И они будут нарабатываться, ребята. И не может быть так, что вот человек прорабатывал 10 лет, 20 лет, 30 лет, да, то бишь у него, грубо говоря, какой большой опыт рыбалки. Но рыбалка не может быть одинаковой, постоянно одинаковой. Очень много моментов, погода, живец, вообще куча всяких факторов, которые влияют на рыбалку. И даже матерый рыбак, он постоянно в поиске, постоянно в каких-то экспериментах. И, то бишь, ну, не может быть так, ребята, не может рыба клевать просто по щелчку, понимаешь? Какой бы ты ни был матерый, какой бы ты ни был там офигенный, там, да, да и на опыте ее найдешь, но тебе нужно понимание, тебе нужно время и как бы, ну что-то типа такого. Рыбалка не может быть постоянно одинаковая. Вот на следующий раз мы приедем, допустим, уже даже сюда, здесь будет все по-другому. Здесь будет все по-другому. Это можно разговаривать, ребята, бесконечно. Есть водоемы такие, что вот у вас карась магазинский, да, или плотва вы купили. Особенно вот люди с города, кто живут, и, ну, у них нет времени, как бы, во-первых, съездить за живцом, да, во-вторых, как бы, он продается. То бишь, да, ну зачем, да, ехать там, тратить бензин, там, день на поимку живца, когда ты можешь на эти деньги просто, да, свое время, а время сейчас бабки, ты можешь просто поехать и купить живца. Вот. У нас, допустим, в деревне его нету. Соответственно, как бы, ну, у меня есть возможность, да, я живу в деревне, у меня речка недалеко, я съездил, половил там 2-3 часика живца на завтрашнюю рыбалку. Вот. И, соответственно, был у меня такой случай, когда вот ребята приехали, они приехали с карасем, а в этом водоеме карася нету. Ну, просто нету в этом водоеме, нет карася. Но хотя хорошая рыбейка, да, живец, вкусненькая. Они ставят жерлицы на карася. У нет сработок, а местный пацан ловит, а у него окунь. Парни подходят, ну как так, что типа, почему ты стоишь, у тебя все работа стреляет, мы стоим, у нас не работает. Вот. Потому что кормовая база, ребята, понимаете. Ну, в тот момент он попал так, что щука набрала, но она брала именно на своего местного живца, потому что в ее базе это только окунь. Нет этой рыбы, она по-любому подходила к этому карасю, но она как-то, ну, то ли постеснялась, то ли что. Вот, и я так понял, что вот именно ребята переобулись, наловили местного окуня, насадили, и у них пошла рыбалка. Вот такие дела, ребята. Ладно, все, хорош тарахтеть, надо работать. Скоро уже типа темнеет. Ну и нужно готовить еще ужин. Вот, так что я думаю, что-нибудь еще поймаем. Все, ребят, класс. Так, ну что, сношу, ребята, здесь все. У меня там загар, правда, один. И у Кости тут вон две подряд стрельнули. Вечерний выход пошел. Народ себе весь свалил. На льду вообще никого. Видать, окунь плохо клюет. Ну да, мы вообще одни на льду остались. Бур у меня там. Так что, в принципе, ребят, сейчас быстренько я все это переставляю. Ну и все. Ну, в принципе, что, все это понятно, ребята. Я уже вчера показывал, как я переношу жерлиц. Вот. Так что сейчас все относительно так же. Бац-бац. И посмотрим, что покажут завтра жерлиц. Ну, а так, в принципе, 3 сработки есть. Такие дела. Никто тебя не съел. Бродяга ты, бродяга.
А тут полная вымотка, ребята. Может, какая-то рыбка даже. Ага. Есть, ребята. Да ё-моё. Хочу, чтобы не путала. Ну, стандартная килошка, ребята. Залетела здесь. Ну, надо доставать. На шеечке у нас. Пару кинем. И пускай шалит по тихой грусти. Тихой грусти чуть-чуть подниму так. Так, ребятки, ну что, все, вот и потемнело. Косян пришел. Все нормально, все получилось, все четко. Забрал с машины провода, там что-то там нужно было. Все переставили, он еще помог, пришел, мне помог еще переставить, там доставить. А вот у нас сегодня просторно. Мы сегодня вдвоем. Кстати, на льду вообще вдвоем остались. Косян говорит, что шел, там вообще, говорит, никого нету, все выехали. И вода поперла. Все разбурили, начало там по окуню. Снег выпал, много снега. Снег сырой, тяжелый, давит. Пошла вода, в общем. Так что, ну, понятное дело, это нормальное явление. Просто сейчас пока будет оттепель, скорее всего, она будет все давить. И ну, даже вот на технике, наверное, будет тяжело. Ну, а впереди там морозы, и эта вода вот верхняя, она махом замерзнет, получается. Вот этот монолит уже 11-12 сантиметров. И вот эта верхняя вода, и все, тут уже сантиметров 20 будет. Это уже не первый лед. Вот. У нас 1,5 пачки брикетов, немножко экономим. Вчера что-то разгулялись, прям что-то туда-сюда. Подкидывали. Вот, кстати, многие спрашиваете, типа, как, что. Ну, не полная, ребята. Вот 3-4 закладки в пошехонку, на шайку. Ну, хватает где-то на 3 часа. На 3 часа. В таком раскладе, что сейчас у нас нет полов. Это раз. А со льда, вот со снега идет прохлада. Причем ну, такая серьезная. Вот. С полами бы было намного комфортнее. Ну и за бортом тоже. Ночью -3, днем -1,0. Вот такие дела. Готовим, ребята, ужин. Сами знаете, на перволетку, да и вообще на какие-то открытия готовим традиционное блюдо. Печеночка по-строгански. Все, погнали. Так, ребятки, ну что, начнем. Лук. Ну, это, кстати, лук домашний. Как раз, смотри. Вот такой лук, ребята, у нас. Ну, вот вырастили на севере. Не такие, конечно, головки, но бывали и хорошие. Ну, вот целый год у нас вот такой лучок. Вот, ну, это домашний лук. Печеночку жарим. Ничего не добавляем, ну, кроме лука. Постоянно. Лучок и как бы этот. Соль, перец. Ну и самое главное, это сметана, ребята. Все. Больше нифига туда не надо. И отрыв башки. Как бы, ну, не готовим там этот гарнир. Хотя Костян говорит, у него есть картоха. Картошечка есть, ребята. В мундире, да, Костян? Готово уже. Да. Вот картошечку, ребята, мы, может быть, с картошечкой и рубанем. Сейчас лучку подрубаем. Вот, и жарю я сразу с луком, ребят, потому что печенка готовится очень быстро. Лучка немножко дали термической с маслом. И все, сразу же через 3 минуты печенка пошла. Не надо там сначала зажарить лук, а потом печенка. Это не лосятина, это куриная печень. Она, ребята, готовится очень быстро. И получается, печенку надо не передержать. Ее надо вот именно дать, чтобы она была
такая, знаете, вот сочная. Если потом ее передержишь, то она, ну, не как резина. Лосятина будет резиновая, а курятина не будет, но она не будет такая сочная и вкусная. Вот. Так что как-то так. Сейчас на ужин сделаем, и будет отлично. На улице опять ветрено. Что-то опять все раздует, блин. Целый тут сколько уже тут получается, мы вторые сутки, и вот вся такая погода, блин. Нифига не было ни солнышка, ни штиля. Всего такая погода. Маленький, конечно, ну тоже лук. Но ядреный, наверное, да? Ну, у нас не сказали, что ядреный. Лук, да лук, только просто маленький. Сейчас бы одну головку пошинковал уже, и все. Сейчас их просто тут надо штуки 4 подрубить. Пошла печеночка. Кстати, ребята, лайфхак. Наработана уже. Вот она вот сейчас в данный момент у нас, видите, не полностью растаявшаяся. Ее потом вот резать не очень удобно. А когда она таким бруском получается, то бишь ее нарезать одно удовольствие, ребят. Смотрите, я сейчас вам покажу. Мы вываливаем вот этот пирог, такой полузамороженный. И все, и понеслась. То бишь делим его на долечки. И погнали нарезать. Она классно нарезается. Очень удобно, кстати. Пусть она будет заморожена чуть-чуть, но зато не надо каждую вот эту печеночку брать. Потом она вот вся разваливается. Вот это уже даже она у меня уже чуть-чуть начала разваливаться. Можно даже под заморожение брать. Вот. С морозилки-то я ее вытащил, пока сюда привезли. Видите, на улице 0 днем. Все-таки подразморозилось. То, что это заморозка, ничего страшного. Вода все выйдет. Ну, видите, просто как удобно. Вообще удобно. Вот. 3 секунды режу и нарезаю. Так вот. Ветерочек какой-то. Вообще нехороший. Ветерочек, блин. Ветерочек разгулялся. Палатки по кайфу, да, самого? Тепло, блин, хорошо. Ветер, не ветер. Вообще похуй. Все, можно жарить.
для мяса, ребята. Это еще кто-то из подсадвы мне присылал, блин, подгончик. Туда сыпнем, ничего страшного. Да любую приправу, ребята. Для мяса пойдет. А так, соль, да и перец, в принципе, больше-то и не надо. От души. От души. Ну и все. Ну и все, и баночка сметаны, ребят. Это туда специально. Не майонез, ребят, только сметана. Ну, можно сливки намекать. А так отлично. Красота. Ну и все, полетели, ребята. Самый смак — это сметаночка. Сметаночка наша родная. Полную баночку туда. О, вот это шедевр. Вот это вкусняшка, ребятки. Отлично. Все. 5 минут сейчас побурлит, ребята, и будет готово. Так, ребятки, ну что, красота, как говорится. Печеночка, ё-моё. Ох. Там, ребят, знаете, помакать вот это можно, понял? Туда-сюда. Костян там картофель где-то начистил. Да, там лазит. Вот. Косячек по пиву, потому что завтра за рулем. Вот. Пару бокальчиков пивка ему под вечер. Ну, а я располагаю. Давай, друг мой. Давайте будем. Да, будем, ребятки. За первый лед, за рыбалку. Рыбалка класс, вообще огонь. Так что, все отлично. Все, перегрузили в Чё, зиму. пробуем? Пробуем. Ну-ка пробуй, братан. Пробуй, пробуй. Смотри, горячая еще. Потому что сметана, она сильно остывает долго. Это не вода. Давайте, ребята. Огонь. Нормал? Я вот так, братик, понял. С твоего позволения. С одной миски хаваем сразу. Вот этот соус, ребят, понял? Ой, вот вообще огонь. Ну да, оно. Немного паприки здесь сегодня. Но она ничего не меняет, в принципе.
Нормально. Охуенно. Пойдет, да. Картошечка. Горяченько, ребят, сюда нужно. Завтра с утра, может, какой суп приготовлю. Ну, по настроению. У меня, в принципе, пачковый есть. Может, так и позавтракаем. А так, что, ребята, у нас продукт, как обычно. Касана набрал, я ему сказал, не бери. Он опять сыров набрал. Жесть. Я говорю, ну куда? Вот, приготовили, поели. Ну, не знаю. Домой повезет, короче. Так что как-то так. Что, Касан, скажешь? Что я скажу, рыбалка огонь. Пойдет, да? В принципе, открылись отлично. Мне вообще понравилось. Классно. Ждали лед. Самое интересное, что мы тут вроде как будто в одной республике, мы тут отъехали 200, ну, по 300. Да, в другой регион как будто приехали. Да. Как будто уехали, знаете, в Якутию какую-то. Снега, бураны ездят. У нас там, блин... А у нас дождь идет. А у нас дождь. И снег, который был, там вообще как пальцы, говорит, вообще все растаяло. Вот такие дела, ребят, представляете? Вот как она, вот все-таки матушка-то земля, она, видите, как вот туда-сюда. Ну, А здесь стоим на льду. А здесь мы палатки на льду, прям вот. Капитальный лед, прям реально капитальный. Даже не печней надо рубать, а уже бурить надо. А еще да. Да. Классно. Отлично. И рыбалка здесь отличная. Да, рыбку подловили, мы вообще прекрасно, ребята. Рыбу завтра повезем. Ох, котлет наделаем. Не знаю, может какой-то ролик покажу. Ну, в принципе, ничего там, наверное, не удивительного. Все, наверное, как готовят. Ну, не знаю, может в автоклав закатаю. Скорее всего, эту щуку надо закатаю в автоклав. Вот. Если хотите, то ставьте плюсики, ребят. Ну, покажем, как обычно. В томате ее забубеним. И потом мы будем опять возить ее и кушать в походах. Такие дела. Ладно, ребят, кушаем. Будем балдеть, общаться. Давайте, приятного аппетита. Будем общаться, не знаю, что, музычку включим сейчас, наверное, что так монотонно посидим, пообщаемся. Что-нибудь туда-сюда. Вечером, если не будет, прогуляемся. Ну, ветер, правда, зараза. Что-то я переоделся в треники, носки все сушатся. И лень как будто бы даже. Посмотрим, в общем. Время у нас еще ранее. 5 вечера. Вот, видите, мы уже в палатке, все. Тут уже все, темень. Ладно. Короче, посмотрим. Если что, вечерком, может, прогуляемся. А так, будем рубать. Братва, доброе утро. Время 8 час утра. Проснулись. Дрова у нас, ребята, брикеты закончились в 5 утра, в общем. 5 или в 6. Не, в 5, в 4. В 5, да. Печка потухла, стало холодно. Короче, ну, на улице не особо холодно. Там -1. В палатке, может, +2, там +3 было. Самое что интересно, ребята, опять затопило нас. У меня спальник, короче, как-то падает в воду. Я, короче, все, весь сырой. Пришлось без спальника как-то курткой укрыться, блин. И спать. В конце рукава упали все сырые, у Кости рукава сырые упали. Полотенце упало, короче, все сырое. Сейчас вот чуть что-то, все хана. Хорошо, вот гидросумки, вот ПВХ, они вот вроде лежат, но вещи там внутри сухие. Ну вот. Завтракаем, печеночка тут вчерашняя. Вот, и что у нас? Сегодня домой, ребята.
Выходил на улицу, сработки есть. Что-то так, я так мельком посмотрел. Штук 5 насчитал. Ну, сейчас самый выход, ребята, и сейчас каждые 15 минут они будут подниматься по-любому. Вот. Вчера я переставил жерлицы. Эти отсюда снес туда. Поглядим. Так-то рыбку подловили, ребята, отлично вообще. Свежая рыба. Котлет наделаем. Автоклав сделал консервы. Любимую щучью консерву в томате. Очень вкусно, ребята. Вот. Ну так что, в принципе, нормально. Вчера тут связь небольшая есть. Деревня недалеко, от которой заезжали. Вот. Здесь у нас есть знакомый хороший. Вчера я с ним созванивался, и возможно, ребята, он приедет сегодня на снегоходе и вытащит хотя бы просто вещи. Потому что вода вышла на льду, снег уже валит третьи сутки, снег сырой, лунок много, вода начала выходить на поверхность. Если до этого мы затаскивали, я тащил вот этот весь шмурляк, как-то еще было дело, сейчас не получится. Очень тяжело будет. Так что если все будет хорошо, то нас сегодня вытащат. Что там, Косянчик? Как там? Погода опять дрянь? Да. В общем, такие дела, ребятки. Так что поглядим, посмотрим. Ну а сейчас завтракаем и потихоньку здесь будем убираться и, в принципе, пойдем к жерлицам. Потихоньку начнем сматывать. Как-то так. Так, друзья, ну что, поглядим, что там у нас. Так, тут что-то тоже есть уже, вижу. Стоит. Стоят. Все стоит. Там стоит. Тут. Так, ребят, ну что, полетели. Сработки есть. Это радует. Ну, сейчас сначала пройдемся, которые сработанные. А потом будем собирать. Время 10 час. К обеду надо успеть все. Такие дела. Так, первая сработка. Первая сработочка. Холостая, да, походу? Да. Угу, холостая. Так, ладно. Вторая сработка. Полная вымотка. Отлично. Будем смотреть, ребята. Что-то есть, наверное, скорее всего. Есть, да? Где ты там, блядь? Нормальная. Пойдет. Хорошенькая. Полторашечка, наверное, есть. Вчера, который ребята переставил, вот сыграли они. Ну плюс маленькие, там вот анадырский загар. Раз вижу. 2, 3, 4. И эти почти вот все в ряд горят. Вообще отлично. Так, первая есть. Погнали дальше. Так, работка есть, но непонятно. Есть. Слушай, хорошенькая. Да? Угу.
идет. Уходи-ка ее, Кристин. На окуня, ребята. О, какая красавица. Там заглотила сильно. Ракушка взяла. Вот окунек, пожалуйста. Местный. Вчера на блесну поймал. Вечером поставил. Два с половинкой, наверное, такая. Инструмент Костян. Так. Поднатяни, Костя. Давай, давай. Она засасывается обратно. Так. Блядь. Да что ж ты прилипла наша. Сейчас. Порядок, ребята. Полная вымотка. Отлично. Тут у нас, ну короче, тут вот весь угол почти у Кости вон там еще стоит. Нормально. Куда-то завела. Куда-то завела. Интересно, какая-то коряга тут походу. Причем сразу в упоре. Аж такое ощущение, тянется как будто сетка. Может быть. Кусок какой-нибудь. Рвется даже, ну. Походу нет. Походу рвать. Рвется, но сетка походу. Да ё-моё. Все, порвал. Оторвал. Вон вымотка. Пустая, да? И пяткой. Нормально. Небольшенькая. Грамм 600. Топаем дальше. Топаем, топаем. Вымотки нету. Что-то помотало маленько. Да, нету. Ударило и все. Вот тут, да. Тут вымотало полностью. Пошла. Небольшая. Вот такая, ребятки. Какая-то желтая. Красавица. Полная вымотка. Есть. Нормально.
хорошая щука, ходовая. Съедобная. Идет, да? Идет. Еще. Раз, два, три, 4, 5 сработок еще. Нормально. Отлично. Протащил, понял. Это я протащил. Нормал. Поводку хана. Оп. Хорошая. Красота. Желтая такая. Шикарная щучка. Сразу глушим. Может кому-то и не понравится. Но, ребят, поверьте, это проще, чем пальцы отлетят потом, еще что. Так что как-то так. Есть. Что-то тут буксует, но не хочет. О, какая, ребятки. 1,5 кг. Укольчик. Нормально, нормально, да. Жарится, в принципе, все сами делают. Ходите, не надо, да, бегать. Опа, есть. Нормально. Пойдет. Так, ну все, ребят, последняя сработка. Последняя сработка. Ну, вот Косяна вот поработала, вот. А вчера уже, вот сегодня уже нифига. Все, что переставленное, вот работало. Соответственно, если бы их также шевельнули, было бы по-другому. Что там, Костя? Полная. Полная, да? Полная вымотка, ребята. Скорее всего, щука. Полная вымотка. А небольшая. Вообще малышка, походу. Опять такая же щучка. Это спасибо. Так что ты здесь? Я открою чуть-чуть, дай.
сколько он, Костян? А? Такой мелкой щуки, знаешь, сколько здесь? Труба. Это 100%. Ну все, отстреляли. Что там у нас в итоге-то? Вот, ребят, сегодняшний день. Вся вообще мощная, хорошая щука. Одна там небольшая. 1,5 кило 300. Там около 2. Такая щука, вся ходовая. Все, будем собирать жерлицы. Потихоньку сматываться. Стрелялись, как говорится. Так, ребят, ну что, мы дома. Точнее, на лагере. Смотали жерлицы. Ну, тихонько собираем лагерь. Палатка сырая вся. По приезду обязательно, ребята, сушить. Ни в коем случае не бросать все это дело, потому что палатка потом спреет. Вот это самый такой момент, который люди живут в городе, в квартире не развернут, в общем. Я бывает в бане, понятное дело, что тоже не полностью. Так, приоткрываю ее немножко. Вот. Такие дела, ребят. Ладно, зато комфорт. Зато комфорт. Только, блядь, сожгли нахуй, залука нету, да? А вот, ребята, наши вещички поехали. А мы налегке с тормозком, сумочкой небольшой. Так, смотри, Костян, ничего не оставили. Нет, Все, ребят, за нами чистенько. Тут немножко кровушки, понятное дело. Зола это зола. Первый день, второй день. Такие подтайки. Ну, сейчас снежком запорошит и ничего не будет видно. Все, будем выходить. Отлично. Быстро-быстро подсобрались уже, потому что Васька приехал, ждет. А уже потом сейчас до машины дойдем, грузиться будем. Как-то оно так. Все, потопали, что. Как говорится, по тихой грусти. С этими сборами совсем забыл с вами попрощаться. Василий подъехал, и было уже не до съемок. Быстро-быстро покидали вещи в сани. Василий доставил до берега. Огромно хотелось ему сказать спасибо. Есть достойные, хорошие рыбаки, независимости, местные и не местные. Встречают, помогают. Я считаю, что вот так и должно происходить. Рыбацкая душа должна помогать независимо, откуда ты, рядышком или издалека. Быстро покидали в тачку вещи, ребят, и полетели домой. Дорога не близкая, все-таки 300 километров. Хотели хоть немножко проехаться по дневному свету. Я считаю, шикарное открытие. Рыбы подловили неплохо. Сразу хотелось пояснить, что норму мы не преувеличивали. Рыба, в принципе, ловилась по ГОСТу, так скажем. А то читаю комментарии и смотрю очень много умников. Ну, скорее всего, вы просто завидуете, ребята, кто вот такое пишет. Выезжайте, выходите и пытайтесь, пробуйте, и будет успех, будет удача. Не надо сидеть на диване и писать всякие гадости. Рыбу поделили поровну, рыбы получилось порядком, угостили родственников, близких. Я уже успел закатать баночки в автоклав. В общем, все по плану. Рыба пошла в пользу, в пропитание, то бишь нашей семьи. Давайте, ребята, всем желаю удачи по еще открытой воде, ну и хорошего открытия по твердой воде. Ребят, не спешите. Все будет в этом году у всех, смотрю, осень дурная. Главное в этом деле не спешить, так как ни одна рыба еще, ребят, не стоит всего этого. Всех обнял, всем удачи.